Студия Романа Пестерева представляет. «13 мая в Большом зале окружной администрации города Якутска состоялось 17-е внеочередное заседание Якутской городской думы. Главной его темой стало рассмотрение вопроса о согласии на предоставление в аренду муниципального имущества частному партнеру. С основным докладом выступил начальник департамента имущественных и земельных отношений городской администрации Владимир Степанов. Согласно настоящему проекту, частному партнеру ООО «Индустриальный парк Кангаласа» передаются на праве аренды земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности. Земельный участок в центрах населенных пунктов разрешен использование под индустриальный парк. Общая площадь 32 935 квадратных метров. Местонахождение Республика Саха-Якутия, Якутский район Кангаласа. И второй земельный участок, находящийся там же, под таким же видом разрешенного использования, площадью 136 182 квадратных метров. Село Капитоновка. После принятия решения Якутской городской думы о согласии на предоставление муниципального имущества частных партнеров, мы заключим договор аренды земельных участков, как подписано соглашение, где указано именно вот эти два земельных участка. Депутаты обсудили решение о согласии на передачу в аренду муниципальной земли частному партнеру, обществу с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк Кангаласы». В работе парламентариев принял участие глава города Якутска Айсен Николаев, который подчеркнул особую важность данного проекта для социально-экономического развития столицы. Создание индустриального парка является для нас панацеей. Мы его должны обязательно создать. И здесь, конечно, стоит вопрос об инвестициях. Вижу, что мы все-таки не до конца понимаем ситуацию товарищей. Мы, во-первых, сегодня живем в стране, которая крайне нуждается в инвестициях. Второе, инвестиций мало. Свободных средств ни в стране, ни тем более за рубежом, их не так много. Вот когда с инвестором разговариваешь, говоришь о годовой нашей амплитуде минус 100 градусов, и о нашей минимальной земле минус 60, вы знаете, 80% инвесторов тут же теряет всякий интерес к дальнейшему разговору. Люди хотят вкладывать деньги в те проекты, которые приносят им гарантированную прибыль. Во-вторых, они хотят вкладывать их в регионы, которые обеспечивают наиболее комфортные условия существования. Мы с нашими экстремальными природно-климатическими условиями такие условия, конечно, по жизни мы, к сожалению, предложить не можем. Соответственно, мы должны предложить условия другие, большую норму прибыли, лучшие условия ведения бизнеса, понятные правовые нормы, которые для них будут гораздо более понятными и прозрачными, чем других, например, наших регионов российских. И вот ПСР Кангаласа на самом деле является самым таким хорошим, ярким примером такого подхода. Мы должны идти впереди, мы должны быть первыми для того, чтобы не остаться позади. Как только мы остановимся, как только мы начнем рассуждать, а давайте мы подождем, а давайте мы посмотрим, как другие сделают, да, уважаемые коллеги, другие сделают, мы ничего не сделаем. Потому что шлагбаум закроется. Этот проект ожидетище вместе с вами. Мы должны его взращивать, лелеять, холить, помогать ему, чтобы он вырос. По итогам сессии решение о согласии на предоставление в аренду муниципального имущества было принято депутатами единогласно. Напомним, активная работа над проектом создания индустриального парка Кангаласы началась еще в конце 2013 года. С запуском индустриального парка Кангаласы в республике появится экономически выгодное производство из собственного сырья. Индустриальный парк Кангаласы является одним из самых перспективных в Якутии.